Врагу пришлось отступить. Поворотное событие в битве за Кавказ. Сегодня 77-я годовщина освобождения Малгобека от фашистских захватчиков. Праздничные выходные. Наблюдается ли рост тарифов на перевозки и как работает в регионе общественный транспорт, выяснял наш корреспондент. День памяти и почтения святого Устаза. 156 лет прошло со дня ареста и высылки Кунтахаджи Кишиева. Да будет возвышена его святость. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. 2020 объявлен президентом России годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Решающую роль в битве за Кавказ в далеких 40-х годах сыграла Малгобекская оборонительная операция. Со дня освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков сегодня исполнилось 77 лет. В честь памятной даты в городе воинской славы состоялось возложение цветов к памятнику погибшим защитникам города. Память героев почтил и наш корреспондент Зелимхан Калоев. Память о героях жива. Минута молчания и метроном, развивающий тишину. Хоть и минуло 77 лет, но душевные раны Исы Паланкоева вряд ли когда-то заживут. Ветеран Великой Отечественной войны, разведчик, которому уже больше 90 лет. Именно он был свидетелем боев в Малгобеке, а после и в Сталинграде. Сражения за город были яростными, жестокими и непредсказуемыми. Когда мы шли наступление Малгобека, 14 раз брали. Канарис не смог удержать, Клейст не смог. Фельдмаршал Лист смог взять и удержать. Лист. Такой дохлый был немец. Но сила была не то. И на Харикао лежит девушка, медсестра раненая. Ребята, спасите меня, а я был Иваном Борозняком. У меня матушка дома больна одна. Когда мы ее медицинскую сумку обнаружили, смотрели, бинт нету, пилюль нету, йод нету, зубной порошок, полотенце и все. Вот так она при нас умерла, мы ее похоронили. Вот так было жертв, вот Курпих, хребет, говорят, 120 тысяч. Больше, намного больше. И вот я не хочу, чтобы это повторилось. Я не хочу, чтобы это будущее поколение видели. Я видел, кусок хлеба мы на троих делили. Именно кавказская нефть по замыслам фашистов должна была стать их главным трофеем в битве, начавшейся здесь осенью 1942 года. Это прототип первой нефтяной вышки, построенной в Малгобеке. Ее установили где-то месяц назад на центральной улице города в память о тех героических событиях. Ведь черное золото немецким дивизиям было нужно как воздух. Без горючего для танка воевать было невозможно, а нефть Малгобека отличалась к тому же превосходным качеством. Во время сражений наши танкисты могли будто солярку заливать ее прямо в баки и идти в бой. Так что битве за Кавказ немцы поначалу придавали даже большее значение, чем Сталинграду. И даже захватив часть здешних месторождений, враг все равно не смог получить ни литра малгобекской нефти. Перед началом боев жители вывели из строя, забили камнями все нефтяные скважины. Памятный день освобождения навсегда останется одним из самых светлых и значительных праздников. Это день искренней признательности и благодарности всем, кто сражался и отстоял свой город, свободу и мирную жизнь будущих поколений. Мы гордимся вами, дорогие ветераны, герои фронта и тыла, и отдаем дань глубокого уважения за несгибаемую силу духа, мужество и стойкость. Сегодня ваш опыт, мудрость и активная жизненная позиция является примером истинного служения Отечеству. Желаем вам всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, добра и благополучия в семьях. Занимались исследованием документов по периоду Моздокско-Малгобекской операции. Буквально вчера у нас состоялся разговор с руководителем архивной службы Республики Ингушетия с Магомедом Картоевым. И мы договорились, в ближайшие дни мы передадим документы, которые буквально недавно рассекречены у нас в Центральном архиве Министерства обороны, а также документы из архива Вермахта, привезенные нами из Германии. В том числе, я вам обещаю, я вам передам копию личного дела того
генерала Листа, о котором здесь говорили. На мероприятии в честь годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пришли все. Участники, горожане, старики, дети. Те, кто действительно осознает, какой ценой далась победа и мир как в городе, так и в стране. Минута молчания в память о погибших защитников Малгобека и возложение цветов к вечному огню. Останки неизвестных солдат находят по сей день. Все это благодаря работе поисковых отрядов в Ингушетии. Чтобы из архивных данных напротив имен каждого бойца была зачеркнута строчка «Пропал без вести». В 2019 году, в сентябре месяце, мы провели вахту памяти 2019, Северокавказский рубеж. Вот на этой вахте мы подняли 20 бойцов и командиров Красной Армии на рубежах за нашего города Малгобек. И они были похоронены при закрытии вахты, мы их почетным караулом и со всеми почестями их захоронили. Их подвиг вошел в историю обороны Малгобека. Простые жители города и окрестных сел под бомбами и снарядами сутками напролет вручную они строили укрепления, копали траншеи, дети, взрослые, женщины и старики. Конечно, мы гордимся, что мы живем в этом городе, в славном боевом городе. Очень дружные люди здесь живут. Я с детства всегда интересовалась историей своего города, знаю, что очень много защитников пали за освобождение нашего славного боевого нефтяного города. Всем жителям нашей страны я желаю мира, процветания, благополучия, чтобы в каждом семье было все хорошо, чтобы никогда наши дети, наши старики не видели тех ужасов войны, которые испытали предшественники наши, то есть деды и отцы. Героические подвиги ветеранов лягут в основу воспитания будущих поколений. Если бы не верные и стойкие солдаты, горожане, которые отдавали свой последний кусок хлеба, чтобы не сдаться врагу и защитить город, а значит и весь Кавказ, любой ценой. Благодаря им Малгобек сегодня неузнаваем. Зелимхан Калоев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Малгобекская оборонительная операция явилась поворотным событием в битве за Кавказ. В течение месяца в ходе ожесточенных боев город 14 раз переходил из рук в руки. В боях за Малгобек фашисты потерпели серьезные поражения. Им ничего не оставалось, как отступить. Освобождение Малгобека стало еще одной героической страницей в истории ингушского народа. О храбрых и отважных защитниках теперь уже города воинской славы. Репортаж Дианы Дударовой. В годы войны Малгобек стал символом всесоюзных рекордов по добыче нефти. Забыв о сне и отдыхе, труженики тыла добывали нефть и строили оборонительные сооружения. И только пушечная канонада над Тереком прервала эту работу. Немецкая танковая армада, войдя на территорию нынешней Ингушетии, устремилась к Малгобеку сразу с 3 направлений. В сентябре 1942 года на ингушский город Малгобек обрушились тысячи тонн бомб и снарядов. В Малгобеке добывали высококачественную нефть, одна из лучших СССР. Она шла исключительно на производство авиационного топлива. Не случайно битве за Кавказ германское командование поначалу придавало даже большее значение, чем Сталинграду. Но советские войска нанесли поражение танковой армии противника и сорвали план гитлеровского командования по захвату бакинских нефтяных месторождений. Нефтяной голод, можно сказать, вот, в принципе, это и остановило их здесь. А наша задача, конечно, была, чтобы не дать им сделать этот глоток нефти. Ингуши, жители Малгобека, работали на нужды фронта и помогали выхаживать раненых. Когда нефтяники уходили на фронт, им на смену вставали женщины, старики и дети. 80 тысяч человек крыли к западу от города противотанковый ров длиной в несколько километров. Харчи Гандалоев в свои 10 лет был участником Малгобекской оборонительной операции. Мальчик помогал защитникам как мог, подавал патроны солдатам и вместе со взрослыми рыл траншеи и окопы. 2 метра ширина, 2 метра глубина. Уж траншеи, чтобы сопротивляться немецким солдатам, не переходить через траншеи, откопали старики. Мы там помогали, там кушать. Мы все время помогали солдатам, рыли окопы, приносили еду. Тогда все жили тяжело, но помочь защитникам для нас было самым главным. Молоко, сыр, хлеб, все, что было, вносили солдатам. Очень уважали их.
Вражеское наступление было стремительным. За несколько дней были захвачены Ставрополь, Армавир, Краснодар. 25 августа пал Моздок. А в начале сентября немцы форсировали Терек и вышли на подступы к Малгобеку. Газета «Красная звезда» писала о боях у Малгобека. Здесь завязался важнейший узел событий второго года Отечественной войны. От исхода боев на юге зависит судьба Отечества. Очевидцы событий вспоминают, что на Терский хребет было страшно смотреть. Склоны были усеяны солдатами и нашими, и немецкими. Город полностью разрушен, но нефть противнику не досталась. День немец наступает, а ночь мы наступаем. Отбиваем вот эти все атаки. Атака за атакой. Танки идут, пехота идет, цепями отбиваем. Самолеты нас бомбят. Дети, женщины, старики трупы собирали. Ну, очень много улегли, но победа выиграли. Победа выиграли. Без потерь война не будет. Малгобекскую школу номер 6 захватчики превратили в крепость. Ее выгодное расположение на возвышенности давало нашему противнику немалое преимущество. Для них был бы хороший обзор, потому что все 4 стороны видны были как на ладони. Наши войска находились в низменности Терского хребта. На высокой горе находились немцы. Но на первом этаже у нас в школе находилась конюшня. На втором этаже было как и отдых, и обстреливание солдат по нашим войскам. А третий этаж был для генералов и для офицеров. И по сей день эта ингушская школа работает, обучая и воспитывая детей. После войны в Малгобекской школе был создан музей военных лет, в котором хранились предметы тех времен. По мнению участника сражений на Северном Кавказе маршала Советского Союза Андрея Гречко, помимо прочего, исход Малгобекской оборонительной операции оказал серьезное влияние на боевые действия под Новороссийском. В самый напряженный момент противник был вынужден перебросить на кавказское направление дивизию СС «Викинг», ослабив тем самым свою 17-ю армию. Это была армия, которая уже имела за своими плечами ряд побед. Она была очень оснащена сильно. В ее состав входили воины тех стран, которые они завоевали ранее. То есть это была армия особого назначения, так бы сказать, которая поручалась самые важные, такие решающие участки захватить. Они рассчитывали буквально за короткий срок захватить Малгобек, и эта армия должна была быть переброшена под Сталинград. То есть Малгобекская оборонительная операция и Сталинградская битва практически хронологически проходили одновременно. И вы знаете, вот когда изучаешь этот вопрос Малгобекской оборонительной операции, я столкнулась с такой информацией, что вот в энциклопедии 1954 года дается очень высокая оценка Малгобекской оборонительной операции. Просто я бы хотела зачитать, буквально вот процитировать, что сказано в этой энциклопедии. В ходе Малгобекской оборонительной операции войска Закавказского фронта активной и упорной борьбой не только сорвали захватнические планы врага на Кавказе, но и не позволили ему осуществить переброску сил с Кавказа под Сталинград, что явилось одним из условий для последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В музее Малгобека хранится огромный фонд фотографий его защитников. Майор Филиппов командовал крупнейшим танковым сражением на Кавказе. Было 4 против 60 танков противника и мотострелковой роты. И в этом бою они, используя то, что у них было более удобное место маневренное, они смогли в этом бою уничтожить около 35 танков противника. А Петров лично со своим экипажем уничтожил 14 танков противника и почти до роты пехоты. За 4 месяца боев немцам так и не удалось захватить город. Они заняли его западную часть, но продвинуться дальше уже не смогли. Именно здесь был положен конец немецкому наступлению на Кавказе. А в начале января 1943 года мощным ударом враг был выбит из Малгобека. Перешедшие в наступление советские войска начали освобождение Кавказа. Ценою огромных потерь Малгобек и Сталинград не покорились врагу. В 2007 году указом президента Владимира Путина за мужество, стойкость советской армии
и героизм ингушей. Городу Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы. Этот круг для меня – это начало моей военной карьеры в 20 лет. Я был в Ингушетии, в Малгобеке, и сейчас в 85, извините, я присутствую на этом мероприятии в Кремле, где прославляется город воинской славы. Диана Дударова, Хава Султыкова, Адам Далаков, Новости 24. Позабыв о страхе, они самоотверженно защищали Родину. Миллионы советских солдат отдали свои жизни ради мира. Останки многих бойцов Красной Армии не найдены до сих пор. Их поиском и последующим перезахоронением занимаются сотрудники поискового движения России. Братские могилы обнаружены не только на Терском хребте, но и в селе Яндарье. О поисках останков советских солдат спустя 74 года после окончания войны. Репортаж Микаила Тангиева. Старейшине села Яндари Магомеду Евлоеву было всего 10, когда он впервые увидел тягости и лишения времен Великой Отечественной войны. Пожилой свидетель тех событий в мельчайших деталях помнит лето 42 года, когда раненых и лишенных сил советских солдат, воевавших под Малгобеком, привозили к ним в село. Многие бойцы были сильно истощены, вспоминает Магомед, и не могли противостоять противнику. Именно тогда было решено собрать совет старейшин и помочь защитникам Родины. Каждый в то время внес свою лепту в общее дело. Благодаря помощи со стороны местных жителей советские солдаты двинулись на защиту рубежей. Но были и те, кто не мог идти дальше. Дедушка вспоминает, что раньше на месте этого дома культуры находился госпиталь, и всех тяжело раненых привозили сюда. Многие не выжили, и их было решено захоронить в братской могиле. Сотрудники регионального отделения поисковое движение России внимательно слушают долгожителя и стараются запомнить каждую деталь из того времени. Это очень важно при дальнейших раскопках на территории. Уже в 2020 году в рамках вахты памяти поискового движения России будем здесь проводить поисково-исследовательские работы. Сюда приедут большая группа поисковиков, в том числе из других субъектов Российской Федерации. Мы здесь будем вести поисковые работы. На месте, где примерно захоронены советские солдаты, с металлодетектором проходит Руслан Булгучев. Поисковым работам он посвятил более 5 лет и понимает, насколько важно бережно работать на таких участках. Весной следующего года вместе с другими поисковыми отрядами они возьмутся за это место. Работа предстоит немалая. Мы сначала уберем, снимем слой, дойдем до захоронения, а там уже все будет руками. То эти работы будут уже, чтобы каждый, если у него в кармане есть или медаль, или личные вещи, чтобы установить и по возможности отправить на родину солдата. К слову, на карте Яндари есть еще одно предполагаемое место массовых захоронений советских солдат. По словам директора Ингушского государственного музея краеведения, об этой братской могиле ему рассказал сын участника Великой Отечественной войны Махмуда Хамхоева. Вот он мне здесь вот показал братскую могилу со времен Великой Отечественной войны, который сегодня зарос кустарниками. Музей краеведения тоже работает и действует поисковая группа, которую мы назвали «Поиск», просто «Поиск». И наши сотрудники выезжают с Бесланом, за это на эти места захоронения и активно работают. Уже в 2020 году на этих местах начнутся полномасштабные поисковые работы с привлечением лучших специалистов со всей страны. С каждым годом живых свидетелей военных лет становится все меньше, поэтому необходимо помнить и ценить историю наших предков. Только в этом случае есть возможность передать ценные знания будущему поколению. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.
Сегодня третий день Нового года. Праздничные выходные продлятся вплоть до среды, 9 января, первый рабочий день 2020 года. В эти дни на страже безопасности и правопорядка в усиленном режиме сотрудники МВД, МЧС и коммунальных служб. В правительстве круглосуточно работает оперативный штаб по приему звонков от жителей. А как в выходные дни работает общественный транспорт в регионе, выяснял наш корреспондент. На автостанции Назрани водители маршрутных такси и автобусов работают в обычном рабочем режиме, несмотря на то, что холодно и пассажиров не так много. Здесь открыты практически все направления движения. Если 31 декабря у маршруток и автобусов выстраивалась очередь, то сегодня наоборот. Водители сами ждут пассажиров. Самый востребованный маршрут на сегодняшний день стал Назрань-Грозный. У нас, в принципе, разницы нету, как работает. У нас как график идет у нас, и у нас каждое утро уходит Грозная маршрутка 7:30, потому что там в Грозном есть, отсюда ездят, работают учителя, ну, по своим делам уезжают. 7:30 люди есть, нет, у нас маршрутка уезжает каждое утро, не было дня, чтобы не уехала. Выходные, не выходные, мы машину не отменяем, он каждый день уезжает в Грозный, а так сейчас поставили вроде автобусы, тоже график делим, мы работаем. Одни жители республики любят отмечать праздник исключительно дома, воздерживаясь от поездок, другие спешат лично поздравить всех родных и близких. Многие пассажиры на общественный транспорт и не рассчитывают в праздничные дни, но Ингуш-Автотранспорт заявляет о полноценном рабочем дне. Несмотря на праздничные выходные, транспорт республики работает в штатном режиме. Жалоб с населения не поступало. Водители общественного транспорта работают без выходных и без перерыва на обед, чтобы жители республики не испытывали неудобств в январские праздники. Если во многих городах России проезд на общественном транспорте заметно подорожал, то в Ингушетии тарифы остались те же. Машин много, и водители работают посменно сутки через двое. Говорят, пассажиры не жалуются. Насчет «Газели» они хорошо работают, даже на выходные дни. До 7 вечера даже. И «девятки», и «Магаз», кто Сурхахи, Алиюрт. Все «Газели» работают очень хорошо, без проблем. Работники заверяют, проблем с транспортом не возникнет и в последующие праздничные дни. Работа будет идти в том же режиме по установленному графику. В случае возникновения осложнения пассажиры могут обратиться в оперативный штаб, созданный при правительстве региона. Диана Дударова, Адам Гулоев, Хамзат Халукоев. Новости 24. День памяти святого Устаза. 156 лет прошло со дня ареста и высылки Кунтахаджи Кишиева в город Усть-Южной Новгородской губернии. Кунтахаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, известный проповедник, свой жизненный путь он посвятил распространению ислама, добра и милосердия. В нашем регионе святой Устаз известен тем, что смог без единого выстрела склонить ингушей к исламу. О жизненном пути Устаза, вписавшем свое имя золотыми буквами в историю мусульманской уммы, репортаж Дианы Дударовой. Святой Устаз Кунтахаджи, да будет возвышена его святость, не воин, ратных подвигов не совершал. Он миротворец и братство, равенство между людьми пытался установить, используя в качестве оружия слово. Кунтахаджи Кишиев родился в 1800 году в селении Мелчахи на территории нынешней Чеченской Республики. Позже его семья переселилась в Илсхан-Юрт, где он и получил духовное образование. ضد دحجة سيد الجدو شريعة بيمرنق دحجة بين والجوا أستاذ وز إلى صغير الحج أخ بيني داخر مش تخلديش يعني حان ونقطع تخلديش از إلى صغير الحج مش تخلو يعني شي كر شي كل جش حدا يعني ما دوش خنوات از حان وش نقطع قهيجش خنوز شي مريد شي قيبة خندوج بقصد قيت مريدات وحال يقع خندوج داحمة حانو نقطع بركة دولج نقطع هذا خديش سيدولج دو شريعة دن نهايقي محكايقي داجدش خلديش عن از أمر ديجي شي حانو كلش سقاه شي تنديزل اشتدي حنا دنيا شي يقع يرجع تخنا بين خأخوج خانجي قشدي هن بباقة باقة دبها شرحة دوتشي يقايل جاق خدي هن شي حنو قاه يجي يقايلك
Вернувшись в Чечню, он начал проповедовательскую деятельность, выступая против войн и насилия. Вместо Газавата Кунтахаджи призывал к духовной независимости. Война – это дикость. Удаляйтесь от всего, что ее напоминает, если враг не пришел отнимать у вас веру и честь. Ваша сила – ум, терпение и справедливость. Никто не в силах осилить вас и вашу правду, если вы не свернете с пути своей веры. Тариката, говорил Устаз. شيء كساد وقت جدو صلح الحار دقة جرز دي يصلح الدشان يعني شيء مريدش كبلغل دي عدلات هندلات شيء يزامن جي يحد يواجه يزامن جي شيء ona تتأمغ دي حندوح الله ترى بتشحل قين تخان خن وجوه بتشحل دوح الله ترى خجول جو خلو خوش بتشحل نتجابل خوجي شيء مريدش شين إعباج بلشناه توديق بسيط توديق هيكر المرادي ألشة هنا خلودي شو عند يواعي شيء دنت أحمد وهلش شيء دنت أحمد شيء دن لور ديلش دنت لور ديلش جاهد وي جرز ديال حاخر دشان دائما ديال حاخرش خلر دائما دال خواستم بيش خلج اشتنق بحاجة اشتديحنا. Согласно архивным данным, 3 января 1864 года шейха Кунтахаджи и еще нескольких руководителей зикристов арестовали и заточили в укреплении Шали, а 6 января тайно под особым конвоем доставили в областной центр Владикавказа, откуда их отправили в Новочеркасск, а затем на вечную ссылку в город Устюжна Новгородской губернии. Святой Устаз Кунтахаджи успехи в борьбе с социальным злом видел не в кровавых битвах, а в нравственном совершенствовании. Император и его приближенные считали шейха опасным бунтарем, ибо он не признавал иной, кроме Аллаха, власти над людьми. Устазский шейх Хаджи строго-настрого запрещал использовать чужой труд для личного обогащения, запрещал эксплуатацию людей независимо от вероисповедания. Эскерт дақы безім болуш. Үшті масы болшы войнаха еде дин деждедер. Сегодня настало время, когда необходимо вспомнить, что в самые тяжелые времена святой Устазский шейх Хаджи взывал к любви и милосердию. Его слово согревало обездоленных, а помощь доходила до вдов и сирот. Adam ahmana peygamber zabiyalar şun ve peygamber yakta peygamber dal beyti guatın diye dal salmalsın. Dalı peygamber nikma hakik bi beytana bu awliya şun. У каждого народа есть слово, определяющее добродетель, особую приближенность человека к Всевышнему. И этого звания человек в действительности заслуживает безответным служением Аллаху, совершая добро и благие дела. Таким был, есть и будет для нас святой Устазский шейх Хаджи, поэтому вирд его мюридов, самый многочисленный из существующих в Чечне и Ингушетии. Диана Дударова, Тамерлан Хамкоев, Юсуп Гелесханов, Новости 24. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушение требований при их реализации. Согласно опубликованному документу, максимальный размер штрафов составит не более 5-кратной стоимости билета. Также, в зависимости от степени деяния и субъекта ответственности, штрафы для граждан составят от 1,5-кратной до 2-кратной цены, указанной в билете. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.